Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Споры вокруг одного пруда. Вот эти ветки, они вот здесь, они под водой были. Вот летом не высыхает вода. Такие участки есть у нас. Почему жители против? Администрация говорит, что это ради их безопасности. Детали истории у Альбины Минибаевой. С котлами или с проблемами? То есть меры административного воздействия для начала, да? Как в УРСУ идет переход на индивидуальные системы отопления? И что грозит тем, кто тормозит процесс? Узнал Дмитрий Аренин. В университетах ажиотаж. Во всех вузах России последний день по приему заявления. Какие специальности оказались самыми востребованными, узнала наша съемочная группа. Офицерский выпуск 2017 года. К торжественному мероприятию присоединилась и Александра Севастьянова. Опоздал, не поступил в вузах Казани. Сегодня последний день приема заявлений на бюджетные места. До 1 августа абитуриенты должны подать оригиналы документов, чтобы попасть в первую волну. В приемных комиссиях сегодня ажиотаж. Где самый высокий конкурс на место, узнала Аделя Коломиец. В КФУ ажиотаж. Студенты торопятся подать заявление на зачисление. Сегодня последний день приема на первый курс. В этом году Казанский федеральный университет примет почти 15 тысяч студентов. Конкурс высокий. 65 тысяч абитуриентов уже изъявили желание учиться в КФУ. Если говорить о бюджетной форме, то это около 6,5 тысяч человек на место. 16 человек на место в Институт управления экономики и финансов, 15 в Институт международных отношений и востоковедения. Это самые популярные направления в КФУ. Много желающих и в высшую школу ИТИС. Лев Седлов с детства интересуется программированием. Школу окончил без троек, ЕГЭ сдал хорошо. Все для того, чтобы в будущем стать востребованным IT-специалистом. Популярное направление программная инженерия, очень перспективная. А это уже аудитория КНИТУ ХТИ. Приемная комиссия оформляет документы с раннего утра. Поступающих целая очередь. Можно будет ваш оригинал документов? Гульнаша Ахметова заявление подала еще в июне. Хочет поступить в технологический университет на направление, связанное с биотехническими системами. Решение окончательное, потому сегодня в Казань приехала специально из Набережных Челнов, чтобы сдать аттестат именно в этот вуз. Приехала с оригиналом, чтобы успеть попасть в первую волну. Зачисление две волны происходит. То есть первая волна, это как раз до 1 августа они приносят документы, 3 августа издается приказ. В первую волну вуз зачисляет 80% студентов, вторым потоком лишь 20%, и попасть в него очень трудно. Борьба идет между высокобальниками, поэтому аттестат лучше сдать до 1 августа. В конкурсе за бюджетное место участвуют только те, кто сдал оригиналы документов. Таких КНИТУ ХТИ немало. Больше всего желающих на факультет нефти и нефтехимии. Следом в топе учеба на механическом факультете. Многие решили связать свою жизнь с информатикой. Каждый из студентов может подать заявление в 5 вузов на 3 направления. Если уже определились и проходите по конкурсу, совет от приемной комиссии: быстрее несите аттестаты. А вы уже кого? Да. 6 тысяч заявлений уже приняли в медуниверситете. Большинство хотят учиться на педиатра. По квоте 120 мест, а вот желающих 1300. Порядка 8-9 заявлений на место. Несмотря на то, что профессия сложная, профессия такая длительное обучение период, потому что 6 лет обучения на большинстве наших направлений подготовки. Большой конкурс на лечебное дело, стоматология, относительно новое направление медицинская биохимия. Всего в этом году на первый курс вуз примет чуть меньше 1000 абитуриентов. Поток желающих же растет с каждым годом. Адель Коломиец, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. У кого поступление, а у кого выпускной. 4 золотых медалиста и 23 диплома с отличием. Казанский юридический институт сегодня попрощался со студентами. За 43 года работы вуз выпустил 7 тысяч профессионально подготовленных специалистов. Какую работу выбрали выпускники этого года? Александра Севастьянова. 151 офицер полиции, из них 49 девушек. Именно столько выпускников в этом году покинут вуз. Выпуск 2017-го богат на заслуги. 23 красных диплома, 5 золотых медалей, звание мастеров спорта и медали за доблесть в службе. Богатая история самого вуза. За 43 года выпустил 7 тысяч курсантов.
К выпуску особое событие. Рядом с вузом появился памятник. Он посвящен всем выпускникам КЮИ. Особенность выпуска 2017 года – это открытие монумента. Девиз памятника – доблесть, честь, благородство и отвага. Именно эти качества преподаватели стараются прививать студентам вуза. За это и благодарен Ильназ Гирфанов. Ощущения, говорит, неоднозначные. Вроде бы и выпуску рад, но и вуз покидать неохота. Мы пришли сюда мальчиками, девочками, да, а выходим мужчинами. То есть дисциплина очень высокая здесь. Свои наказы и поздравления курсантам передал государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев. Легких путей нет, это особенно в наше время еще. Пока еще мы на пути становления. Но мы вам надеемся, мы вам верим, мы вам желаем удачи. Остались позади времена напряженной учебы, нарядов, сессий. Вы вступаете в новый этап своей жизни. Уверен, каждый выбрал правильный путь. В добрый путь после добрых традиций. Последний студенческий марш и знаменитое «Вот и все». Александр Севастьянова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Переход на индивидуальное отопление в поселке Урусу завершен почти на 90%. Сегодня о ходе работ доложило руководство фонда газификации. Как говорят, дело не дают завершить урусинцы, которые против установки двухконтурных котлов. Какие плюсы они дают и чем грозит их отсутствие, Дмитрий Аринин. Урусинская ГРЭС прекратила свою работу в ночь 30 апреля на 1 мая. Собственно, еще до этого специалисты начали думать, что же делать дальше. Рассматривали три варианта. Либо реконструировать ГРЭС, либо строить новые котельные, ну или переходить на индивидуальные системы отопления. В итоге именно третий вариант стал единственно возможным. Экономические расчеты показали, что наименее затратный и наименее экономически целесообразный вариант – это вариант перевода на индивидуальные источники теплоснабжения. При этом большую часть расходов взял на себя бюджет республики. Ко всем объектам УРУСУ провели газопровод. Теперь жителям 142 домов нужно установить все в квартирах двухконтурные котлы. Помочь в этом призвана программа беспроцентного лизинга. На сегодня работы завершены почти на 90%. Вот только десятая часть квартир, а точнее их жители, пока не приняли решение об установке. Сегодня их еще раз просили сказать «да». При переводе на двухконтурные котлы платежи, даже с учетом лизинговых платежей, они уменьшаются в 2-3 раза. Плюс появляется еще такой ресурс, как горячая вода, который раньше не было. Если так обладатели котлов ждут плюсы, то отсутствие оборудования грозит серьезными минусами. И это не только холод в доме. Сейчас как раз с этим с органами прокуратуры разбираемся. Есть меры административного воздействия для начала. Да? Надо понимать, что в этих квартирах есть и малолетние дети, которые, не могут они без отопления, без горячей воды остаться, да? Так или иначе, несогласных собираются убедить обзавестись необходимым оборудованием. Главное, как говорят, не дожидаться, пока к средствам аргументации прибавятся ударившие морозы. Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, ТНВ, Ютазинский район. Зеленодольские полукамушки получат статус объекта культурного наследия. Об этом говорится в проекте приказа Министерства культуры Республики. Под охрану возьмут 26 жилых зданий на улице Энгельсе, а также элементы ландшафта местности конца 19-го, начала 20 века. Напомним, этот микрорайон – историческое ядро Зеленодольска, где первые этажи домов построены из кирпича, а вторые – из рубленого бревна. Один пруд, два берега, мнений. Жители деревни Кушманы жалуются на подтопление. Одни утверждают, что практически весь урожай уничтожили постоянные наводнения и винят в этом администрацию района. Говорят, от пруда больше вреда, чем пользы. У других совсем другая точка зрения. Альбина Минибаева выслушала все стороны. Поверьте, это же труд. Вот что получилось из-за необдуманного пруда. В своем неурожае Салих Матыгулин винит постоянные паводки у себя в огороде. Крыжовника в этом году вдоволь не отведать. Погубленный картофель вместо сотни мешков не будет и половины. Если 25% будет, все больше, наверное, не будет. Видно, что земля постоянно сырая, не успевает она даже высыхать. Ну, хоть здесь действительно вот только галошах и по колено в грязи. Где породили вот здесь, вот здесь. Оттуда и вода шла. Все беды с наводнением из-за нового пруда. Так считает часть жителей. Водоем обустроили в прошлом году на деньги самообложения. Вложили больше 1 миллиона рублей. Вот только, по словам жителей, проект до конца не продумали. По мнению сельчан, проблема не в водоеме, а вот в этой вот трубе. Жители уверены, что ее нужно опустить как минимум еще на 1,5 метра. Тогда и вода будет уходить, и огороды останутся целыми. Протокол с подписями.
Руководство сельского поселения уверяет, что за пруд проголосовало большинство сельчан. Водоем как раз и планировали использовать в целях пожарной безопасности. Идею продиктовало прошлое засушливое лето. Там задвижка у нас. Если еще чуть поднимается вода, мы открываем задвижку. Потом, если вода быстро уходит, мы опять закрываем. Полезного нету. Даже пожарная машина не может подойти поближе, брать отсюда воду. У кого это затопляет, надо двинуться, надо подальше. Надо слушаться, надо тоже. Жители разделились по двум сторонам водоема, но пруд администрация сельского поселения так и планирует оставить и дальше его обустраивать. Поставить еще одну трубу для отвода воды. Спасет ли такой вариант огородников от паводков, еще только предстоит оценить. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Кайбицкий район. Стихийная свалка прямо в городском сквере. Жительница Казани обнаружила груды мусора прямо рядом с домом, где обычно гуляет с детьми. Живописное фото свалки она прислала к нам в редакцию. А мы, в свою очередь, обратились к экологам. Их вердикт у Алины Мингалиевой. Повода незаконной свалки нам часто встречаются. Бутылки, пакеты, обертки. Мусора здесь столько, что видно, складывают постоянно. И все это благодаря местным жителям, уверяет Алмаз Гайнединов. Он возмущен, в их дворах давно пахнет отходами, хотя в 10 метрах от сквера стоят 5 баков для мусора. Вы думаете, что нет ближайшей мусорки? Вот она стоит, по-моему. Я не знаю, это просто люди, свиньи, я думаю. Штраф за такие свалки небольшой, для должностных лиц от 10 тысяч, для физических лиц от 1000 рублей. Да еще нужно найти виновных. В данном случае это будет непросто, ведь свидетелей нет, да и камер видеонаблюдения тоже. В ближайшее время мы отправляем письмо в администрацию Новосавинского и авиастроительного района. В ближайшие сроки, например, в 30 дней, они должны это нарушение устранить. И при неустранении нарушения мы составляем им штраф. Кстати, за информацию о таких стихийных свалках можно получить денежное вознаграждение. Для этого нужно отправить жалобу и фото экологам. Любой житель Казани, обнаружив такого вида свалку, может сообщить Министерство экологии по телефону, указанному на экране, или через портал «Народный контроль». Алина Мингалиева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Неблагоприятные погодные условия повлияют ли на цены на овощи и фрукты? В этом году не урожай. В материале Эльмиры Шеймардановой. По секрету всему свету. Квест понравился, очень было хорошо и клево. Как стираются границы мира и недопонимания. На квесте дружбы в лагере Заречный узнал Рамиль Шайдулин. Товар реальный, цены виртуальные. Именно так себя позиционирует новый магазин бытовой техники и электроники rbt.ru. 27 июля его филиал откроется в Казани в Сити-центре. Ассортимент уже успела оценить Александра Севастьянова. Покупаешь холодильник, пылесос в подарок. Подарки покупателям в свой день рождения дарит rbt.ru. Акция будет действовать со дня открытия. Распространяется на товар со специальным ценником. Каждый покупатель может успеть приобрести данный товар по этой акции. Особенность магазина – реальный товар по интернет-ценам. В дни открытия с 27 по 30 июля для покупателей подготовили специальную праздничную программу. В том числе кулинарное шоу. Наши покупатели смогут отведать замечательные стейки и увидеть нашу технику в деле. Вся техника представлена в магазине. Можно приобрести в тот же день. Перед открытием официальным открытие техническое, а вместе с ним первые отзывы покупателей. Микроволновка мне нужна, вот очень много микроволновок. Сервис хороший, то есть предложение рассказали, все сразу показали, то есть, ну и цены более-менее приемлемые. rbt.ru – старейшая компания по продаже бытовой техники на российском рынке. Основана еще в 1930 году. Сейчас сеть насчитывает 65 магазинов в 45 городах России. Александр Севастьянов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А в Нурлатском районе на поля вышла техника, готовая приступить к жатве. Здесь прошли парады комбайнов. Аграриям рассказали об изменениях. За каждую тонну зерна килограмм каждый комбайнер получит бесплатно. Уборка совсем скоро, остается меньше 1,5 недели. Подробнее о том, какие машины добудут хлеб этого года, ТНВ расскажет в эту пятницу в программе «Туганжир». Холодное лето взвинтило цены на овощи и фрукты. Ценники на капусту и морковь к июлю обычно скромнее, но этот год стал исключением. Каким же будет урожай 2017-го и ждать ли понижения цен, выясняла Эльмира Шеймарданова. Нынче такая погода, что не очень-то местного производства нету, почти нет. И капуста дороже, и картошка вообще вот сейчас
50, 60 даже новый урожай. Даже сезонные овощи бьют по карману. Цены на картофель по сравнению с июлем прошлого года выросли на треть. Если год назад килограмм молодых клубней стоил около 22 рублей, то сейчас от 30 до 60, а капуста подорожала почти в 1,5 раза, как и морковь. Цены на помидоры в этом году тоже кусаются от 80 до 120 рублей за килограмм. Совсем недешево и огурцы. Урожай отличный, как никогда. Мы реализуем от 8,50 рублей за килограмм до 10. 10 рублей – это самый максимум. Такие цены озвучивают агрофирмы и уверяют, урожай хороший. Откуда же такие цены? В карманах перекупщиков остается больше, чем выручает производитель, которому и дожди, и заморозки не помеха. К примеру, в агрофирме «Нарманка» производят самые редкие сорта капусты – кальраби и цветную капусту. Здесь уже почти собрали весь урожай ранних сортов. Подрастают баклажаны, помидоры, кабачки и многое другое. Урожай в этом году будет больше, чем в прошлом году, по моему мнению, 1,5-2 раза. Единственная сложность этого года – задержка высева из-за погодных условий. Но и это не скажется на урожае. Дождливое лето только на пользу. Овощные культуры практически без полива не растут. В прошлом году при помощи таких дождевальных машин был произведен полив на 2 миллиона рублей. В этом году при обилии осадков затраты снизились вдвое. Поэтому и себестоимость продукции уменьшится. Овощи и фрукты будут по карману, когда прилавки пополнит местная продукция. Сейчас же на рынках все больше привозная. Производители уверяют, дефицита не будет, а значит и цены пойдут вниз. Эльмира Шамарданова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лайшевский район. Мы еще вернемся к этой теме, а пока к другим новостям. Изучить всю планету. Сегодня в лагере Заречье дети приобщились к мировой культуре через квест. Так в лагере хотели напомнить о важности добрососедства и межнациональной дружбе. Удалось ли путешествие по миру? Рамиль Шайдуллин. Здесь совмещают несовместимое, соединяют движение русского народного танца с латиноамериканской сальсой. Квест «Все различны, все равны» – это 8 площадок на каждой по командным заданиям. Квест на очень актуальные темы, от спорта и вплоть до программ, так скажем, безопасности в интернете. Каждая задача так или иначе переносит то в Америку или в Китай, а то вновь в Татарстан или в Украину. По президентской программе в лагере отдыхают 50 детей из Луганской и Донецкой республик. В Татарстане они говорят о мире. О празднике свечей. Я об этом, правда, не знал, а узнал только сегодня об этом. Когда у тебя есть свои, родные, друзья и близкие. А вот здесь говорят, какую роль во взаимопонимании играют слова. От любви до ненависти один шаг, или пара неправильно расположенных букв. Задания больше интеллектуальные, по загадкам и языковым задачкам для 8 команд. Цель набрать максимальный балл. То, что казалось бы не таким прям популярным, они даже на такие вопросы отвечают в подробностях. Каждый второй на «ты» в сети. Интернет дети выбирают, и чтобы подтянуть английский. Однако порой беспечность таит опасность. Как правильно общаться в сети с иностранцами, рассказывают на только созданные площадки кибербезопасности. Ведь часто контакт не идет не из-за языковых барьеров, а банальных угроз из интернета. Да, это может быть полезно для языковой практики, но другое дело, что ему передают, какую информацию. Когда открыта вся планета, важна личная защита. Дети, выбирающие мир, сегодня узнали и как себя в нем правильно вести. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Яркие, разных цветов и форм на фестивале еды в одной тарелке прошел фестиваль воздушных змеев. Торговый центр «Мега» подготовил праздник для посетителей. Общаться, мастерить, танцевать и даже попробовать себя в роли барабанщика. День воздушных змеев порадовал гостей не только завораживающим представлением, но и веселыми конкурсами, эстафетами с блинами и сковородками и танцевальный мастер-класс. Детки резвятся на празднике, а взрослые дегустируют самые разные блюда. Ароматный кофе, суши, нежнейшие десерты и фитнес-меню. Все это изобилие на одной площадке. С 28 по 30 июля на нашем фестивале еды в одной тарелке всех гостей Меги ждет прекрасный праздник, большой праздник еды, так мы его назвали. Это мастер-классы по фуд-арту, это мастер-класс по приготовлению огромной паэли в огромном казане, мастер-класс по приготовлению бургеров здесь на фестивале еды. Ну и, конечно же, мы приготовим огромный чак-чак и сможем угостить всех пришедших к нам гостей. Для любителей селфи на фестивале, которому ветер не помеха, представлена яркая фотозона, а музыкальный фонтан уже успел полюбиться юными казанцами. Праздник на этом не заканчивается. Каким должен быть настоящий парк-менеджер? Уже в августе у казанских парков появятся свои руководители. Сейчас идет конкурс. Заявились 200 участников, 20 человек на место. И в эти минуты претенденты собрались в парке «Черное озеро» на встречу с организаторами конкурса. Моя коллега Аделя Коломиец работает на месте. Аделя, здравствуй. Расскажи, как собираются руководить парками.
Приветствую тебя, Альбина. Уже в августе в 11 парках Казани появятся собственные управляющие. Сегодня потенциальные парк-менеджеры собрались здесь на первую встречу с организаторами конкурса. Я напомню, 216 заявок было подано, конкурс 20 человек на место. И сегодня конкурсанты получили очередное задание. На примере определенного парка или сквера они должны разработать концепцию его развития. У многих уже есть мысли на этот счет. Давайте послушаем. Я хотел бы, если честно, так как у нас город спортивный, но в спортивную концепцию сделать, чтобы были определенные строения, где будет каждый вид спорта представлен. Туристы, приходящие в наш славный город, понимали, что город спортивный, что у него слава спортивная, и что молодежь имеет все шансы, так же, как и профессионалы, идти в профессиональный спорт. Я напомню, парк-менеджеры будут полностью отвечать за общественные пространства, за маркетинговую стратегию, за благоустройство территории. Вот поделиться управленческим опытом сегодня приехала гостья из Москвы Александра Медведева. В эти минуты за моей спиной она читает лекцию, дает советы. Она является директором Таганского парка в Москве и руководит садом имени Баумана там же. Через 2 недели конкурсантам предстоит презентовать свои проекты перед членами жюри, и они отберут 11 лучших работ. У меня на этом все, Альбина. Спасибо, Аделя. Я напоминаю, что это была Аделя Коломийца. Она сейчас работает в парке Черное озеро, где проходит конкурс на парк-менеджеров. И возвращаемся к теме села. В деревнях сейчас в разгаре сенокос. И если молодежь прибегает к помощи тракторов и автоматизированной техники, то бабушки из села Караульная гора Нурлатского района верны народным традициям. Участницы фольклорной группы «Палан» доказали, что умеют не только петь, но одновременно хорошо работать. Сначала благодарность земле матушки. Около полувека назад чувашские женщины именно так приступали к сенокосу. На косьбу выходили, всегда пели с песней, уходили с песней, садились с песней, всегда была песня. Усталости и не знали. Раньше сенокос воспринимался не как изнурительная работа, а возможность устроить личную жизнь. В то время молодые девушки пленяли сердца парней, наряжаясь в красивые наряды и непременный атрибут – венок на голове. Девушки ходили на сенокос, они свои венки показывали между собой, хвалились, чей нарядней венок. Мы хотим тоже возродить традиции фольклора, так как наш фольклорный коллектив. Мы хотим еще, чтобы к нам приходила молодежь, чтобы к нам присоединялись ученики, школьники, чтобы это все как-то возрождалось, сохранялось. Население наше не забывала, знала свои традиции. Женщины сетуют: сейчас во время сенокоса не услышишь ни народных мелодий, не увидишь и старинных обрядов. Люди торопятся побыстрее скосить и привезти сено. А поющим труженицам работа по старинке показалась легкой, да и время прошло незаметно. Ведь с песней, говорят они, любой труд в радость. Светлана Звонарева, Гульназ Хасаншина, Инсаф Миниханов, ТНВ, Нурлатский район. На этом наш выпуск завершен, а я напоминаю, мы продолжаем проект в объективе ТНВ «Большая семья». В ближайших выпусках мы расскажем о семье Никифоровых из Лениногорска. А впереди новости спорта и погода, а у меня на этом пока все. Увидимся в 21:30. Прекрасна наша Родина. Где еще найти такие просторы, леса, реки? Мы должны сохранить эту красоту для потомков. 2017 год экологии в России. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Вот таким должен быть городской парк.
А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август. Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Александр Красных – герой водного чемпионата мира в Будапеште. Спортсмен из Бугульмы стал бронзовым призером в заплыве на 200 метров в вольном стиле. Выход в финальную часть водного мундиаля уже считается большим достижением. Однако Александр Красных думал иначе и смог подняться на один пьедестал с олимпийскими чемпионами. Студент Поволжской академии показал время 1 минуту 45,23 секунды, что позволило ему подняться на 3-ю ступень пьедестала почета. Отметим, что эта медаль стала второй для российских пловцов на турнире. Первое место занял китаец Сунь Ян, вторым стал американец Таоли Хаас. Через 2 дня у красных есть возможность пополнить копилку медалей. На чемпионате мира для нашего спортсмена осталась эстафета 4 по 200 метров вольным стилем. А волейболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. С некоторыми игроками чемпионского состава пришлось попрощаться. А кто-то пополнил казанские ряды. Новички клуба сегодня определились с игровыми номерами. С 5 по 8 номера выбрали Лоран Олекна, Юдин, Пантелеймоненко, Алексеев, блокирующий Алексей Кононов заявлен на сезон под 10 номером. Алексей Самойленко взял 13 номер. 5 и 6 августа игроки «Зенита» будут тренироваться в Центре пляжных видов спорта «Казанка», где пройдет уже 9-й по счету розыгрыш летнего Кубка «Зенита». Главная новость межсезонья: «Зенит» принял приглашение из Южной Кореи. И в конце августа команда отправится на 2 товарищеских матча с местными клубами. А пока игроки и тренерский штаб прошли медицинский осмотр. Отдыхать и работать нужно уметь. Она работать, не знаю уж как. Вы оцените, да. Отдыхать не умею. Уже через 2 недели захотелось работать почему-то сумасшедшим. Процедуру нужную проходить. Флюорографию, чтобы меня приняли и дали возможность тренировать команду. И в завершении новости стендовой стрельбы. В Азербайджане продолжается розыгрыш чемпионата и первенства Европы. В 4-й день соревнований спортсменки определили сильнейших на траншейном стенде. Серебряным в личном турнире стала Екатерина Рабая. Татарстанская спортсменка уверенно провела финальный раунд, разбив 37 тарелочек. Такой же результат показала и Ариана Перилли из Сан-Марино, которая была более удачливой на перестрелке и выиграла золото. Второй свою медаль, на этот раз золотую, Рабая выиграла в составе сборной России вместе с Татьяной Барсук и Юлией Туголуковой. В общей сложности россиянки набрали 203 очка, на 4 опередив ближайшего преследователя – сборную Финляндии. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Кухни, шкафы, купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. При заказе кухни – сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа, купе, комод в подарок. Доставка, установка бесплатны. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике повысится, а осадки будут маловероятны. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Днем не исключен будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит до 14 градусов тепла, днем будет до плюс 25. На северо-востоке малооблачно, осадки маловероятны. Ночью плюс 15, днем плюс 26. На севере республики преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов тепла, днем же до плюс 26. На северо-западе переменная облачность и без осадков, плюс 15 градусов ночью, плюс 26 днем. На юго-западе республики малооблачно и без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, днем же до плюс 27. В центральном районе республики будет ясно и без осадков. Ночью до 14 градусов тепла, днем до плюс 26. В последующие сутки температура в республике еще повысится, но не исключены будут и осадки. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба.
Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Предстоящей ночью в Казани ожидается переменная облачность и до 14 градусов тепла. Днем ясно, плюс 28. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.